Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. А все-таки в удивительно интересное время мы живем. Я бы даже сказал историческое, переломное время. Кто-то возразит, какие там перемены? На улице тишь да благодать, войны, слава Аллаху, нет. Экономика работает, банки функционируют, магазины тоже закрываться вроде бы не собираются. Но я вслед за руководителем Сбербанка Германом Грефом повторюсь. Именно сейчас, в эти дни, часы и минуты решается главный вопрос. Пойдем ли мы вперед на крыльях успеха или камнем упадем на дно цивилизации? Именно так ребром стоит вопрос, ни больше, ни меньше. Вернее, так этот вопрос стоял еще в 2015 году по версии Грефа. Сейчас наступила эра тектонических сдвигов в экономике, эра перехода из века IT в век цифровизации. Я сейчас не буду подробно останавливаться на том, что имел в виду глава крупнейшей в России компании по размеру капитализации. Каждый сам может найти в интернете его лекцию, название которой говорит само за себя. «Эволюционируй или вымрешь». Я признаюсь, слушал ее с упоением, когда Герман Оскарович выступал в Казани и почерпнул много полезного для себя. Какие выводы можно сделать? По версии Грефа, момент истины для нас всех уже наступил. Современный мир меняется настолько быстро, настолько стремительно и мощно, что не поспевать за этими переменами значит отстать навсегда. Конкуренция становится всеобщей, а экономика глобальной. И тут еще одна цитата из этой лекции, которая является ключевой для правильного восприятия ситуации. Принадлежит она знаменитому бизнесмену и миллиардеру, основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу. Мы всегда переоцениваем изменения, которые будут происходить в ближайшие 2 года, и недооцениваем изменения, которые будут происходить в следующие 10 лет. Что будет через 10 лет? В принципе, тренд развития мировой экономики понятен уже сейчас. Новая нефть – это данные, цифровые технологии – это наше будущее и даже наше настоящее. Мы, по-моему, даже сами не осознаем, как меняется наша повседневная жизнь, этот глобальный мир. А между тем, уже сейчас в Китае на возведение 57-этажного дома уходит 19 дней работы. Современные протезы позволяют человеку чувствовать. Ракеты больше не одноразовые. Их научились приземлять. В 2015 году крупнейший в мире реактивный двигатель напечатали на 3D-принтере. Это все цифровые технологии. Первого робота-адвоката взяли на работу в адвокатское бюро. Автомобили без водителей уже проехали по улицам миллионы километров. Это все происходит в наши дни. Поэтому предсказание Реймонда Курцвелла о том, что к 2045 году Земля превратится в один гигантский компьютер, не кажется таким уж малореалистичным. К слову, глобальные перемены грядут и в сфере финансов и банковской системе. И они, естественно, связаны с внедрением в нашу жизнь цифровых технологий. Об этом и не только мы подробно поговорим в нашей программе. Смотрите в этом выпуске. Сейчас у нас с вами уже есть возможность получить финансовые услуги в любом банке дистанционно, без фактического присутствия. Последние тенденции в банковском секторе России. О чем они говорят? Какие будут банки будущего? Наши эксперты подробнее. Речь идет о биометрических данных граждан, и они должны быть абсолютно защищены. Передовые технологии, которые уже стали реальностью. Единая биометрическая система в банковской сфере. Как она работает, расскажем в рубрике «Большой вопрос». Главной задачей банка по-прежнему будет поддержание качества активов и сохранение статуса самого надежного банка Республики Татарстан. Надежность и прибыльность. Банк Аверс подвел итоги работы в 2018 году. Какие планы на будущее у одного из ведущих банков Татарстана? Итак, новое время – это время цифровых технологий и глобальной конкуренции. Даже чтобы остаться на плаву, выжить в этой борьбе за место под солнцем, нужно меняться быстрее, чем меняется мир в целом. Таковы законы жанра, и Татарстан нынче желает занять свое место региона-лидера не только в России, во всем глобальном мире.
Еще одна цитата, на этот раз легендарного канадского хоккеиста Уэйна Грецки в продолжении темы. «Хорошие игроки находятся там, где шайба. Великие там, где она будет». Так вот, по аналогии, Татарстан стремится стать не просто хорошим, а великим регионом. Поэтому задача наша, как и у Грецки, играть на опережение. В этом отношении у нас есть свои неоспоримые преимущества. Прежде всего, промышленная и ресурсная база, развитая инфраструктура, солидный научный, интеллектуальный и кадровый потенциал. Согласитесь, это отличное подспорье для экономического роста и технологического прорыва. Еще один ключевой фактор успеха здесь, конечно, финансовый. Предприятия реального сектора экономики без инвестиционных вливаний и поддержки банков не могут поступательно развиваться. Год прошедший, 2018, стал для банковской системы не самым простым. Несмотря на продолжающийся отзыв лицензий и нарастание конкуренции со стороны крупных игроков, банк Аверс сохранил лидирующие позиции в Татарстане, увеличил свои активы, нарастил объем собственных средств и продолжил развитие корпоративного и розничного бизнесов. Подробности в нашем репортаже. В Казани подвели итоги работы одного из ведущих банков республики, банка Аверс. Итоги эти ожидаемо позитивные, ведь политика банка основывается не на рискованных спекулятивных операциях, а на работе с населением и с реальным сектором экономики, успешными и прибыльными компаниями. По итогам 2018 года банк Аверс получил чистую прибыль в размере 1 миллиарда 990 миллионов рублей. Активы банка достигли 138,6 миллиардов рублей. Участники собрания утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность банка Аверс. По данным информационного портала Банки.ру, на 1 января 2019 года банк Аверс занял 51 место по активам в топ-100 крупнейших банков России. Финансовые показатели банка Аверс способствовали присвоению самого высокого международного рейтинга среди банков Татарстана. Надежность его была подтверждена международным агентством Fitch на уровне BB- и рейтинговым агентством Expert RA на уровне ROA- со стабильным прогнозом. В 2018 году банк Аверс продолжил развитие корпоративного и розничного бизнесов. Банк придерживался консервативной политики кредитования, поддерживающей высокое качество кредитного портфеля. Надежность его по итогам 2018 года подтверждается отсутствием просроченной задолженности. На 1 января 2019 года объем привлеченных средств корпоративных клиентов составил 76% от всех обязательств банка. Наиболее востребованным банковским продуктом является расчетно-кассовое обслуживание. В 2018 году банк Аверс вошел в число банков, уполномоченных Центральным банком России на открытие и ведение счетов застройщиков жилья для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Банк предлагает застройщикам открытие расчетного счета и возможность эффективно размещать свободные денежные средства. Тарифная политика расчетно-кассового обслуживания юридических лиц учитывает индивидуальные потребности клиентов. Портфель розничных кредитов в 2018 году превысил 5 миллиардов рублей. В прошедшем году банк снизил ставки по розничным кредитам, сохранив при этом все преимущества своих программ кредитования для клиентов. Основным локомотивным продуктом в розничном кредитовании банка по-прежнему является ипотека. Аверс участвовал в социальной поддержке сотрудников предприятий, обслуживающихся в рамках зарплатных проектов, предоставляя возможность реструктуризации ипотечных кредитов в программе, направленной на улучшение жилищных условий. По данному направлению клиенты банка получили возможность снизить свою долговую нагрузку посредством уменьшения процентной ставки до 9% годовых. В целях улучшения жилищных условий семей, в которых родился второй или третий ребенок, банк запустил программу ипотечного кредитования с государственной поддержкой со ставкой 6% годовых. Помимо использования заемных средств на строящееся или готовое жилье, кредит можно направить на рефинансирование ранее полученных кредитов. В 2019 году банк Аверс продолжит повышать качество предоставляемых услуг и эффективность взаимодействия с клиентами, развивая удаленные каналы продаж. Главной задачей банка по-прежнему будет поддержание качества активов и сохранение статуса самого надежного банка Республики Татарстан. Если говорить о тенденциях на рынке банковских услуг, можно говорить смело. Главный тренд – это курс на IT и внедрение цифры.
Бытует мнение, что мы отстали в технологиях. На самом деле это не совсем так, а вернее совсем не так. Что касается цифровых технологий, Россия сейчас находится на передовых позициях. На сегодня, например, Apple Pay используется российскими банками больше, чем в той же Америке, где Apple Pay, собственно, и был изобретен. За последние годы сделано многое. Появилась национальная платежная карта «Мир». Развивается бюро кредитных историй. Банки получили пусть еще и неполноценный, но все-таки доступ к информации о клиентах из государственных информационных систем. Многократно ускорены расчеты через платежную систему Банка России. Появилась возможность практически мгновенных переводов с карты на карту. Создана ассоциация «Финтех», задачей которой является проработка новаций в области внедрения современных финансовых технологий. Еще одна показательная инновация. Российские банки уже запустили систему удаленной идентификации клиентов. Клиенты смогут открывать счета и вклады, делать переводы и получать кредиты в любом банке через интернет. Закон, в котором прописан этот механизм, подписан президентом. Подробнее об этой системе мы еще расскажем позже в нашей программе. А пока немного о будущем банковского сектора, которое, по мнению некоторых авторитетных экспертов, может наступить уже через 3-5 лет. Мы уже говорили об этих прогнозах, согласно которым банки уже в среднесрочной перспективе уйдут в цифровую плоскость. А в конечном счете мир когда-нибудь придет к банкам без офисов, без сотрудников, без денег и без клиентов. Насколько реальны такие перспективы? Сейчас ко мне в студии присоединяется моя коллега Руфина Мукминова. Добрый вечер, Руфина. Здравствуйте, Тимур. Так какие они, банки будущего? Ориентация банков на гаджеты, а не на людей. Такое будущее наиболее вероятно ожидает нас с вами. Финансовый сектор, всегда стоявший на передовой технологических изменений, сейчас переживает один из самых масштабных этапов эволюции. В первую очередь это касается банков, которые перестают быть тем местом, куда люди приходят за деньгами. Организация дистанционного сотрудничества с клиентом для банков сегодня стала практически жизненно необходимой, ведь это не просто дополнительная услуга или удобство для клиента, это обязательное условие существования и развития финансового учреждения. По данным Банка России, доля пользователей интернет- и мобильного банкинга в Российской Федерации возросла до 46,3%. Уже сейчас все банковские продукты, либо заявки на их получение можно оформить в режиме онлайн, через интернет на сайте банка или в мобильном приложении. Благодаря росту онлайн-касс и интернет-торговли сегодня наличные деньги уступают первенство безналичным платежам. По данным статистики платежного сервиса Робокасса, на январь 2019 года выявили самые распространенные способы оплаты. Безоговорочное лидерство в этом рейтинге держат банковские карты, которые использовались 78,8% платежей. На втором месте со значительным отрывом идут платежи через терминалы Киви. Они составляют всего 8,6%. Замыкают тройку лидеров мобильные платежи, совокупная доля которых равняется 7,7%. На основе имеющихся данных можно составить портрет аудитории. Мужчины и женщины представлены практически поровну – 51,3% и 48,7% соответственно. Что же касается возрастного распределения покупателей, оно выглядит следующим образом. Наиболее многочисленными ожидаемо оказались представители группы от 25 до 34 лет. Покупатели в возрасте от 35 до 44 лет находятся на втором месте и составляют почти 22%. На третьем месте с долей 15% оказались молодые пользователи в возрасте от 18 до 24 лет. Несмотря на то, что подавляющее большинство российской молодежи пользуются интернетом, небольшой доход не позволяет этой категории часто совершать онлайн-покупки. В результате они не намного чаще совершают платежи в интернет-магазинах, чем пользователи в возрасте от 45 до 54 лет. Так ли обстоят дела в нашей республике и как относятся к этим нововведениям татарстанцы, узнаем в следующем сюжете. Все онлайн, оплата тоже онлайн. Элементарно даже платеж нужно, если произвести, то тоже с телефона. Очень легко и просто. Мне удобно расплачиваться коммунальные услуги в магазинах, интернет. Все, картой оплачивать удобно. Я про эти приложения
слышала. Дети пытаются меня на эти приложения как-то подсоединить, но я немножечко побаиваюсь. Вот, серьезно. Думаю, не справлюсь, но чувствуется, что это будущее. Что везде придется только вот карточкой. Сейчас можно вживлять себе разные чипы, и я думаю, что это, возможно, и сейчас просто не очень распространено. Возможно, некоторым страшно, вот. Но я думаю, что как раз-таки чипы и будут банками будущего, с помощью которых можно будет оплачивать и вообще делать все, что угодно. Новые технологии уже реальность. Далеко ходить не нужно. Сейчас практически в каждом смартфоне можно установить приложение, которое помогает в один клик с помощью отпечатка пальца или сканирования лица производить оплату. Сами потребители банковских продуктов отмечают, что с появлением мобильного банкинга удобство перевода и оплаты товаров и услуг возросло в разы. Сейчас у нас с вами уже есть возможность получить финансовые услуги в любом банке дистанционно, без фактического присутствия, с помощью удаленной идентификации. Этот механизм заработал с середины прошлого года. Благодаря этому клиент может получить услуги вне зависимости от местонахождения, времени суток или филиальной сети банка. Удаленная идентификация позволяет повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пожилых и маломобильных граждан. В самом начале требуется пройти первичную идентификацию в одном из уполномоченных банков. Такой банк проведет идентификацию человека при личном присутствии, зарегистрирует его в единой системе идентификации и аутентификации, а также снимет биометрические параметры и направит их в единую биометрическую систему. Процедура для пользователя является бесплатной и добровольной и осуществляется только с согласия клиента. Понятно одно, банк будущего – это, скорее всего, цифровой банк. При этом клиент сам может выбирать, что ему необходимо. Эксперты также отмечают, что традиционные стандарты офисов теряют актуальность. Что будет через 10 лет, на мой взгляд, банк будет выглядеть вот так. Это и будет банк. То есть банк – это телефон. Вот. Может, там гаджет поменяется со временем, да чип будет, там, уж не знаю, либо очки. Не так принципиально, но это будет гаджет у вас в руке. С геолокацией, так сказать, и так далее. Новые технологии – это, конечно, хорошо, но надо понимать, эффект будет куда более сильным и мощным, если наряду с информационной грамотностью в России будет повышаться грамотность финансовая. Ее низкий уровень – серьезная проблема, о которой эксперты говорят не первый год. Именно поэтому с апреля 2017 года Центральный банк России проводит регулярные мероприятия, цель которых – обучить людей грамотно обращаться со своими финансами. В современном мире постоянно появляются новые продукты и услуги, активно развиваются новые технологии. И, конечно, людям становится все сложнее ориентироваться в мире финансов, и они нередко становятся жертвами мошенников. В этой связи задача финансового просвещения – научить граждан верно оценивать все риски при принятии решений. На занятиях, которые Банк России проводит и очно, и дистанционно, мы рассказываем, как отличить мошенников от легальной компании. Учим пользоваться современными технологиями, рассказываем о нюансах определенных финансовых продуктов и способах защиты своих прав. Полезные материалы, которые помогут вам повысить уровень финансовой грамотности, можно найти на специальном сайте Банка России «Финансовая культура». Если заглянуть в будущее, эксперты прогнозируют. В краткосрочной и среднесрочной перспективе, скорее всего, большая чистка Центрального банка продолжится, хотя темпы ее будут более щадящими. На 1 июля 2013 года в России действовало 894 банка, а к концу 2018 года работали уже 440. По прогнозам, в 2019 году отзыв лицензий может продолжиться. По некоторым оценкам, рынок могут покинуть еще 50 банков. Однако все эти сокращения на качестве обслуживания населения почти не сказываются. Во многом потому, что физических визитов в офисы банков стало меньше. Люди используют мобильные приложения и другие сервисы. Другим косвенным фактором наступления цифровой эры в банковской сфере можно считать и то, что единственным банком, получившим лицензию Банка России за последние 4 года, стал Казанский банк новой формации, который не только не имеет отделений, но даже не будет выпускать обычные банковские карты. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры, финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана и люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика? По понедельникам в 22:10.
Новые технологии на рынке банковских услуг уже реальность. Как мы отмечали, президент России Владимир Путин еще в 2017 году подписал закон, позволяющий банкам оказывать ряд услуг без личного присутствия клиентов, удаленно с помощью биометрических данных. Была создана единая биометрическая система. Россияне могут удаленно открывать счета в банках, брать кредиты, переводить деньги без посещения офисов и предъявления паспорта, то есть с помощью биометрии лица и голоса через интернет. Насколько велик интерес россиян к таким возможностям, как происходит процедура сдачи биометрических параметров и что нужно, чтобы внести свои данные в единую биометрическую систему. Об этом подробнее расскажем в нашей рубрике «Большой вопрос». Биометрия. Слово новое, но сама технология уже вошла в нашу жизнь. Как пример, смартфоны, которые разблокируются только для владельца по отпечатку пальца, или умная дверь, которая откроется, когда хозяин наведет на камеру свой глаз. А началось все еще в прошлом веке. Первые биометрические данные, которые стало использовать человечество, это отпечатки пальцев. Опознавать преступников с помощью этих параметров стали в Великобритании в начале 20 века. Сегодня многие страны выдают биометрические документы, заграничные и внутренние паспорта, визы, водительские удостоверения. Отдайте сейчас же нашу посылку. А какие у вас документы? Усы, лапы, хвост. Ну вот мои документы. Слова знаменитого Матроскина оказались пророчеством. Сейчас документы в некоторых случаях действительно могут и не понадобиться, если ваши биометрические данные зарегистрированы и включены в единую биометрическую систему. ЕБС начала действовать в стране с июля прошлого года. Оператором назначен Ростелеком. Каждый из людей, даже если это близнец, он уникален. И алгоритм исследования уникальности этого образа – это не один какой-то один алгоритм, да? Это несколько алгоритмов, информация из которых потом складывается, и только после этого принимается решение, этот гражданин или нет. Внеся систему снимок своего лица и образец голоса, человек получает доступ ко многим финансовым и госуслугам. Процедура исключительно добровольная, сведения в единую систему вносятся бесплатно. Прийти, что называется, ногами, нужно будет только один раз для записи биометрических параметров. После этого услуги можно будет получать без личного присутствия. 1, 2, 3, 4, 5. Понадобятся также сведения паспорта, номер телефона и СНИЛС. После этого услуги, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, станут доступны дистанционно. Представьте, вы живете там в удаленном районе, а вам надо срочно открыть долларовый счет, потому что там через неделю вы там едете там, не знаю, за границу или еще что-то. Вам не надо будет обращаться, ехать в какое-то отделение банка, вы сможете это сделать, имея доступ к интернету, имея там телефон или там планшет. Вот, заходите на сайт банка, вам предлагают сказать ту же фразу, идентифицируют. Финансовые учреждения оказались в первых рядах освоения новой технологии. На сегодняшний день к ЕБС подключено свыше 150 российских банков. Так, например, банк Аверс начал сбор биометрических данных граждан с января этого года. Новая система интересна и клиентам, и самому финансовому учреждению. Она позволяет снизить расходы и сэкономить время, высвобождает персонал для других задач, снижает финансовые риски. Эксперты уверяют в исключительной безопасности единой биометрической системы. Речь идет о биометрических данных граждан, и они должны быть абсолютно защищены. Это распределенная система, ее нельзя убить, потому что она распределенная, да? Она по всей России расположена. Вот. И сведения о человеке хранятся отдельно от его персональных данных. Это означает, что ни один из злоумышленников не может собрать все целые кусочки этого пазла, чтобы, так сказать, заместить в системе, так сказать, с собой, да, человека. К весне 2019 года в российскую единую биометрическую систему было внесено больше 10 тысяч записей. В одной только Казани на сегодняшний день, по данным Ростелекома, более 80 точек, где можно сдать биометрию. Между тем, граждане, которые, не задумываясь, выставляют всю свою жизнь в соцсетях, к занесению данных в ЕБС относятся настороженно, как ко всему новому. Но с ростом числа цифровых услуг биометрия начнет приобретать популярность, считают специалисты. Особенно у молодых и активных. Я не прогнозирую этот рост вот завтра, да? Но в среднесрочной перспективе этот рост будет.
Ну, начнется все с, так сказать, поколения Y, которые в интернете, которые, так сказать, входят в тот возраст, когда нужна идентификация, когда нужно принимать взрослые решения, я не знаю, брать кредиты в банке. Перевод денег одним взглядом. Кредиты и вклады, не вставая с дивана. Это уже не фантастика. В дальнейшем единая биометрическая система будет использоваться и для предоставления других видов услуг – страховых, пенсионных и так далее. Это позволит сэкономить время на походах по учреждениям и облегчит россиянам многие аспекты жизни. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век».